Здравствуйте еще раз, уважаемые гости, коллеги. Сегодня у нас особенный, знаменательный день. Мы впервые официально отмечаем Национальный день книги в Казахстане. Это праздник, который объединяет всех нас вокруг великого источника знаний и культуры. По инициативе руководства страны этот день признан напоминать каждому из нас, что книга – это не просто переплетенные страницы, а душа народа, его история, мудрость и будущее. Книга всегда занимала особое место в духовной жизни Казахстана. От великих трудов Абая и нетленных произведений Мухтара Ауезова до современных авторов. Литература формирует наш менталитет, воспитывает в молодежи любовь к родной земле, уважение к традициям и высоким моральным качествам. В эпоху цифровых технологий, когда информация меняется ежесекундно, роль книги остается неизменной. Она учит нас мыслить, сопереживать и понимать сложные истины. Как говорится, люди перестают мыслить, когда перестают читать. Поэтому важно, чтобы книга осталась верным спутником каждого из нас, особенно подрастающего поколения. Национальный день книги – это отличный повод сходить в библиотеку, перечитать любимую классику или открыть для себя нового отечественного автора. Давайте ценить наше богатое литературное наследие, прививать любовь к чтению нашим детям, нашим учащимся, нашим читателям и делать все, чтобы книга осталась символом просвещения. Сегодня у нас в гостях преподаватель фортепиано детской школы искусств города Саранин, поэт Савова Светлана Владимировна. Она подготовила для нас презентацию на тему «Новые имена в поэзии для детей». Пожалуйста, Светлана Владимировна, вам слово. Спасибо. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня. Значит, вы как видите, да, я преподаватель фортепиано, но мое очень большое увлечение с молодости, это увлечение детской литературой, литературой для детей. И настолько мне вот это все нравится, что мне просто хочется поделиться вот этими новыми именами, которые я узнала за последние буквально 6 лет. Вот. Пожалуйста, слайды. Сейчас мы посмотрим. И я хочу поделиться просто тем, что у меня есть часть моей библиотеки для детей, которую я как бы читаю и пропагандирую. Значит, вот эту презентацию я подготовила для студентов колледжа. Вот. Ну, думаю, что не стала уже ничего переделывать, раз библиотекари. Я вернее, удивлюсь, если сейчас кто-то из вас назовет кого-нибудь из этих людей. Вот это знаете кто? Не, это все поэты, это все детские поэты, никакие не режиссеры. Вот. Если кто знает, прям с места. Не знаем, да? Тогда теперь имена просто, да? Андрей Усачев, слышали такое? Да. Вот, это он. Сергей Махотин, Григорий Кружков, Артур Геворгизов, Михаил Яснов, Виктор Лунин, Алексей Ерошин. То есть чуть-чуть с именами вы знакомы. Следующий слайд, пожалуйста. Это у нас дяденьки были. Так, теперь женщины. Римма Алдонина. Не слышали, да? Людмила Фадеева. Марина Бородицкая. Наталья Волкова. Марина Бородицкая неизвестна? Нет. Галина Дядина. Анастасия Орлова. Ксения Волоханович. Маша Рупасова. И Юлия Симбирская. Юлия Симбирская и Ксения Волоханович. Неизвестно. Так, следующий слайд, пожалуйста. Это вот современники наши. Ну, вот этих товарищей, я думаю, вы знаете. Чуковский. Нет. А Маршак? Маршак, Самуил Маршак. Вот Михалков. Сергей Михалков. Да, Борис Захадер. И Валентин Берестов. Агния Барто. Елена Благинина.
Зинаида Александрова или Александрова, Эмма Машковская и Ирина Токмакова. Ирина Токмакова. Вот до определенного времени, да, в частности до 16-го, наверное, года, может быть, даже до 20-го, кроме вот этих вот имен, но еще некоторых, там, Яков Аким, допустим, да, вот, ну, еще это, советских, я думала, что больше вот в современное время, что поэтов не существует, поэтов, которые пишут для детей. Вот. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Но мы видим, что вот этих поэтов, как Чуковский, Маршак, Захадер, да, они и до сих пор остаются популярны, и их книги до сих пор переиздаются. Следующий слайд, пожалуйста. Вот мы видим теперь Благинину и Барто. Вот Александрова «Мой Мишка». Да? «Мой Мишка». Я рубашку там шила Мишки. Дальше следующий, пожалуйста. Итак, в 16 году мне коллега подарила такую карточку и рассказала о магазине, интернет-магазин Flip называется. Он тогда находился в Караганде. Я зашла в него, зарегистрировалась, ну и начала покупать ноты. Сначала ноты, потом я увидела сборники стихов классиков наших, начала покупать сборники стихов классиков. Потом вдруг случайно я увидела вот такую книжечку Юрий Кушак «Плывет корабль в гости». Это довольно-таки толстенькая книжечка. Вот. Стихи Кушака у меня были, но очень мало. Почтовая история была, что-то еще. То есть я как бы знала, что такой поэт есть. Она стоила символическую цену. Вот здесь вот у меня стоит дата, когда я приобрела книжку, как она называется, сколько она стоила и где я ее приобрела. То есть вот 283 тенге вот для такой книжечки, вот она типа вот такой. Я ее, естественно, заказала. Потом, как бы был период длительный, да, в 17 году Ирины Токмаковой «Настанет веселое утро», и вдруг, значит, в 20 году я вижу вот такую книжку Виктор Лунин «Не наступите на слона». Виктор Лунин для меня это имя новое, то есть я его никогда не слышала. Конечно же, я эту книжку заказала. Вот. И цена на нее была такая демократичная. И когда я эту книжку получила, вот его портрет, да, я была удивлена, как это мимо меня прошел такой поэт, как Виктор. Я такого имени никогда не слышала. Настоящее имя его, фамилия Левин, но так как Вадим Левин уже был такой поэт, он себе, когда принес свои стихи в редакцию, он себе взял псевдоним Лунин. Ну, я пару стихов, чтобы для знакомства, да? Так как я преподаю фортепиано, то меня очень удивило стихотворение «На рояле» называется. Вот так, иллюстрированное черно-белыми картинками, иллюстрациями. Вот. Стихотворение о том, что, ну как вот дети бывают думают, что пойду в музыкальную школу, быстренько научусь и буду играть. Оказывается, не так просто все. У рояля черный кузов, 2 педали, только нет руля. Если ехать на рояле, то уедете едва ли дальше тру-ля-ля. Впрочем, можно на рояле съездить также в Траливале и парам-пам-пам. Ну а дальше очень сложно или даже невозможно. Я ручаюсь вам. То есть, чтобы дальше, это надо, конечно, очень трудиться. А просто побренчать Траливале, парам-пам-пам и тру-ля-ля, это можно. Вот. И следующее, значит, я выяснила, что Виктор Лунин не только поэт, но он и переводчик. Вот, в частности, у него с английской поэзии очень много переводов. И вот Кристина Россетти тоже мне очень понравилось стихотворение «Никого не обижай». Никого не обижай, ни пчелу, ни мушку, ни улитку, ни жучка темненькое брюшко, ни кузнечика в траве скачущего ловко, ни блестящую в листве божию коровку, ни синицу, ни дрозда, ни крота слепого, ни за что, никогда не обижай живого. Вот такого вот плана. Вот. И очень много хороших стихов, которые мне очень-очень понравились в этой книжке. Следующий, пожалуйста, слайд. Это, значит, был 20-й год, начало 20-го года. В 20-м же году, уже летом, мне попадается книжка «Пусть всегда будет солнце». Тоже видим, цена совершенно демократическая, 895 тенге. И тут для меня были открыты практически все имена, которых я не знаю. Марина Бородицкая, Ирина Токмакова, Петр Синявский, Алла Ахундова, никогда не слышала, Олег Григорьев. Олега Григорьева знаете?
Ну, Олега Григорьева я знала, тогда еще в «Веселых картинках» были такие вкладочки, и можно было библиотеку веселых картинок делать. Вот у меня была такая книжица, и я оттуда прям любила очень стишки. Сергей Махотин, Людмила Фадеева, Михаил Яснов, опять же Лунин, Виктор Лунин и Владимир Орлов. И вот из этой книжки я просто хочу вас сейчас познакомить. Значит, начинаем мы с Михаила Яснова. Михаил Яснов, к сожалению, он в 2020 году, когда была пандемия, он умер. Ну, как бы официально сказали, что это пандемия, но жена его сказала, что нет, потому что он накануне проводил встречи, он в этот день, в день смерти, он пошел в редакцию, в этот день должна была и книга его выйти, и по дороге ему стало плохо, остановилось сердце, в общем, было в состоянии клинической смерти, увезли в больницу, но официально врачи поставили дыхательную недостаточность на фоне ковида. Вот. Ну вот, к сожалению, его не стало. Этот человек, вот в моей жизни, как бы я очень много видела видео с ним. Вот это пропагандист детской литературы, о котором я вот впервые узнала именно вот из этой книжки, хотя в детстве, мы все знаем, «Чучело мяучело» мультфильм, это его слова. Также «Суслик, ослик, паукан» и «Кисонька и мокренька», вот это стихотворение, это тоже его. Итак, Михаил Яснов. Буквально несколько стишков. Что такое счастье? Вот я уже дорос до лета, я прожил дней не сосчитать. Теперь я знаю, счастье это приткнуться к маме и читать. Вот. Всадники. Проскакали всадники в ссадинах, царапинах, проскакали всадники на коленях папиных, проскакали всадники, а в ладонях сабельки. И не страшно всадникам никого, ни капельки. Колючая сказка. Книжка, видите, иллюстрированная. Выл колючий ветер. Шел колючий дождик, по тропе колючей шел колючий ежик. И на самой длинной из своих колючек нес колючий ежик свой колючий ключик. На колючей дверце меж колючих кочек он открыл колючий маленький замочек и вздохнул печально. Что это за участь? Ох, как надоели колкость и колючесть. Дома был бы, кстати, стеганый халатик, да еще на лапки вязаные тапки. Удружите ежику, ежик будет рад. Подарите ежику тапки и халат. Горести печалисти. Горести печалисти. Что-то мне не спится. С кем бы мне печалисти с вами поделиться? Столько неприятностей. Карандаш сломался. Жук из банки вылез и больше не поймался. А еще вдобавок горе-то какое. Шарик накололся на листок алоэ. То-то мне и вертится, то-то и не спится. Может, мне с медведиком горем поделиться? В моего медведика уткнусь я головой. Он хотя и плюшевый, но зато живой. Вот такие вот добрые стихи и для малышей, и для постарше. Вот. Ау. Рисунки с тетрадками в папку сложив, завел я, как папа, рабочий архив. В нем письма и первая с двойкой тетрадь. Все то, что полезно порой вспоминать. Когда-нибудь я свой архив полистаю и старые прописи сразу узнаю, и в прописях первое слово найду. Какое хорошее слово. Ау. Когда-нибудь я старшеклассником буду, но эти каракули я не забуду. Ау. Я с улыбкой снова прочту, и детство мне тихо ответит. Ау. Вот. Дальше идут стихи Ирины Токмаковой, но так как вы уже знаете это имя, да, я не буду зачитывать для экономии времени. Хотя тоже очень хороший. Виктора Лунина тоже, наверное, ну давайте прочитаю. Когда я взрослым стану. Когда я взрослым стану, я все позволю сыну. Руками есть сметану и прыгать мне на спину, валяться на диване, на стенке рисовать, жука хранить в кармане, лица не умывать, кричать, по лужам бегать, спилить у стула ножки, не спать и не обедать, скакать верхом на кошке, крутить в часах пружину, пить воду из-под крана. Я все позволю сыну, когда я взрослым стану. Вот, ну, как бы детям вот это, ну, близкая поэзия, да? Целыми днями мы по квартире летаем орлами. Целыми днями плаваем мы по паркету китами. Целыми днями по коридору мы скачем конями. Между столами, между шкафами весело скачем и машем хвостами. Воем волками, тявкаем псами, львами рычим и кричим петухами. А вместе с нами целыми днями весело маме. Утреннее настроение. Тоже Виктор Лунин. У папы настроение за завтраком читальное. Одним словом, да? У мамы настроение на папу обижальное.
У брата настроение кричально погремучее, а у меня по комнатам прыгучее. Так, дальше. Тут это Петр Синявский. Ну, Петр Синявский, он в основном, я знала его как песенника, то есть на его тексты были песни. «Странная история». Тут его нет портрета, но я зачитаю. Петр Синявский. «Странная история. Встретил жук в одном лесу симпатичную осу. Ах, какая модница, позвольте познакомиться. Уважаемый прохожий, ну на что это похоже? Вы не представляете, как вы сепелявите. И красавица оса улетела в небеса. Странная гражданка, наверное, иностранка. Жук с досады кренделями по поляне носится. Это же надо было так опроштоволоситься. Как бы вновь не оказаться в положении таком, нужно срочно заниматься иностранным языком. Вот, Петр Синявский. Дальше у меня старание. Если пол я подметаю, пыль до неба поднимаю. Если стирку затеваю, всю квартиру заливаю. Если мою я посуду, грохот слышится повсюду. Бьются чашки, бьются блюдца, ложки в руки не даются. У меня старание, у бабушки страдания. Что бывает после ос? Как-то раз один герой раздразнил осиный рой. Что бывает после ос? Только щелочки для слез. Ну вот песни его «До чего же трудно ждать Новый год» есть, у Дедушки Мороза «Горячая пора», может быть, кто знает. Так, следующее имя Марина Бородицкая, да, вот мы ее видим, Марина Бородицкая, моя ровесница, может быть, чуть-чуть она постарше. Вот, с ней тоже очень много встреч в интернете есть. Первоклассник. Первоклассник, нарядился как на праздник, даже в лужу не зашел, погляделся и прошел. Уши вымыты до глянца, алый гриб на крышке ранца. Да и сам он как грибок, из-под кепки смотрит в бок. Все ли видят, все ли знают, все от зависти вздыхают. Ветер, верный спутник дней ненастных, мечется вдоль улиц взад-вперед. Ребятишек в куртках желтых-красных, как листву осеннюю несет. Вот он у порога в кучку смел их, в дверь загнал и переводит дух. В городе порядок, дети в школах. Можно и вздремнуть часов до 2. Вот это Марина Бородицкая. И я хочу сказать, что у Марины Бородицкой, кроме своих стихов, у нее очень много переводов. И это взрослая поэзия есть, и всякая. Ну, Олега Григорьева тоже тут его нет. Олег Григорьев это поэт советский, он прожил не очень длинную жизнь. Ну, у него такие вот миниатюрки. Ваза. Папа вазу опрокинул. Кто его накажет? Это к счастью все семейство скажет. Ну, а если бы к несчастью это сделал я, ты разиня, ты растяпа, скажут про меня. Напугал. Я забрался под кровать, чтобы брата напугать. На себя всю пыль собрал. Очень маму напугал. То есть вот эти вот миниатюрочки, вот это вот в этой книжечке, которая мне была знакома с детства, с библиотечки веселых картинок. Мы летом у бабушки жили, соседом был Коля у нас. Мы с Колей так крепко дружили, что даже подрались 5 раз. Велосипед. Велосипед меня понес куда-то под откос. Он там остался без колес, и дальше я его понес. Пчела. Николай вспугнул пчелу, побежал по саду. Наступил он на метлу, врезался в ограду. Звонко хлопнула метла, да с такой силой, что уж лучше бы пчела Колю укусила. Комары. Мой приятель Валерий Петров никогда не кусал комаров. Комары же об этом не знали, и Петрова часто кусали. Ну и не только у него такие вот стихи есть, но и такие и шутливые, и лирические. Капал какой дождь? Дождик капал, моросил, припускал, стучал, косил, ливнем лил, стеной стоял, барабанил, травы мял. Дождь слепой и проливной, нарастающий, грибной, облажной, висячий, скорый, сонный, медленный и спорый, как камыш стаймя стоячий, и холодный, и горячий, а еще и грозовой, радужный, полосовой, параллелями и в сетку, а при ветре даже в клетку. Вот как много есть дождей для растений и людей. То есть настолько богатый язык, да, бывает у ребенка спрашиваешь, какая музыка? Грустная. А еще какая? Кроме грустной я не знаю слов, да? А тут, пожалуйста, про дождь, сколько разных эпитетов. Алла Ахундова. Здесь тоже есть. Ну, Алла Ахундова. Красивая девочка, одно стихотворение прочитаем. Она косички заплела и завязала бант. Она красивая была, а я не виноват.
Да я бы ей слова не сказал и никогда не тронул. А тут и бант ей развязал, и за косичку дернул. А у нее еще глаза и в белых гольфах ноги. Ну невозможно, ну нельзя не встать ей на дороге. То в платье розовом с каймой, то в белом, еще хуже. Ну как же мне ее водой не окатить из лужи? То прядь волос со лба смахнет, то смотрит, не мигая, и просто зло меня берет. За что она такая? Зачем она такая? Ну что мне делать? Как мне быть? Терпеть невыносимо. Но не могу же я с ней дружить. Придется, видно, отлупить, чтобы не была красивой. Вот, кстати, Аллы Ахундовой я не нашла сборников стихов в интернете, как бы, ну, чтобы вот купить именно сборник ее стихов, не нашла. Следующий поэт Сергей Махотин, тоже для меня было открытие. Вот. Он тоже ныне живущий поэт, тоже с ним очень много встреч, очень интересный. Постригли. Мальчик стоит, зеркало смотрит. Теперь за тебя нам не стыдно, смеясь, объявляет семья. И все же ужасно обидно, что я стал немножко не я. В тарелке любимые груши, и солнечный день впереди, но в разные стороны уши торчат, хоть гулять не ходи. Ну, то есть мальчикам, я думаю, вот знакомая такая ситуация, особенно вот раньше, да, когда перед школой подстригли. Груша. Грушей сладкой нетрудно хвалиться. Трудно с товарищем грушей делиться, за спину прятать ее от него. Только труднее всего, если он скажет: не мучайся, кушай, бросив тебя с этой глупой грушей. Вот, Сергей Махотин. В переполненном трамвае мальчик маленький сидит и на тетеньку с арбузом с сожалением глядит. Уступить ей бедное место он давно бы поспешил, но такой поступок папа совершить не разрешил. Потому что даже папе не под силу этот груз, вместо сына взять на плечи эту тетю и арбуз. То есть поначалу, да, кажется, что место не дает папа уступить обычное, оказывается, вот так. Значит, это у нас Сергей Махотин. У киноафиши. Мне друг рассказывал кино. Там кто-то выпрыгнул в окно, но не убился, побежал и пистолетом угрожал, потом смеялся, дрался, пел, скакал, катался, плыл, летел, успел догнать, связать, огреть. Я понял, надо посмотреть. Людмила Фадеева. Вот она у нас, Людмила Фадеева. Первое выступление. Стою на сцене, зал затих, и я молчу. Не вспомнить стих. Стою и думаю о том, сейчас реветь или потом. Мне понравилось стоять. Сидел я шумно на уроке, и мне сказали: встань, постой. Я встал, увидел двор широкий. Без нас он был такой пустой. Еще увидел я деревья, дома и вдалеке завод. Потом глазам своим не веря увидел близко вертолет. И тут я, как назло, услышал: ну хорошо, Алеша, сядь. Зачем я лучше стал и тише? Мне так понравилось стоять. Поведение. Я весь урок сидела без движения и получила 5 за поведение. А кто сидел с движением, те 4. А те, кто дрался, 3 получили. А Жене 2 поставили в дневник, хоть он у нас хороший ученик. Но весь урок смеялся этот Женя над тем, как я сидела без движения. Радость. Послушайте про радость про мою. Тетрадка с 2 кончилась, поэтому пою. Ее в портфеле прятала я целых 8 дней и плакала, и думала, конца не будет ей. Какая я счастливая с сегодняшнего дня. Тетрадка с 2 кончилась сегодня у меня. Вот, Людмила Фадеева. Ну и Владимира Орлова, тут тоже я не стала фотографию. Это Владимира Орлова уже нет сейчас. Разные мнения. Осьминог для всех чудовище, а для мамы он сокровище. Да? Вот такое маленькое емкое стихотворение, да, насколько вот оно учит детей к тому, что даже вот если тебе человек какой-то не нравится, то для кого-то это любимый. Да? Вот я всегда, когда училась в школе, у нас, допустим, а давайте мы вот эту вот учительницу вот сделаем там бойкот какой-нибудь или еще. А я всегда думаю, ну она же чья-то мама, а вот если бы это была моя мама, и вот, а как бы я вот так вот, и я отговаривала. Вот. Ну, всякие бывали, конечно, моменты, но когда вот ищешь человека что-то хорошее, и вот эти 4 строчечки, вот настолько вот они, с базара. Так, это Владимир Орлов, напоминаю, да, здесь я его не поместила. Откуда идешь ты, лягушка-квакушка? С базара домой, дорогая подружка. А что ты купила?
Всего понемножку. Купила квапусту, квасоль и картошку. На рыбалку. Шел я из Бибекова мимо Кукарекова. Около Мумукова повернул на Хрюкова. А потом из Хрюкова повернул на Крякова с удочкой бамбуковой посидеть у Квакова. Мишкины лапы. Тоже знакома детям ситуация. Исправляли Мишки лапы, чтобы не был косолапый. Он теперь сидит без лап, но зато не косолап. Часто говорят, дети не любят стихи. Да? Дети, наверное, не любят те стихи, которые не понимают и которые не пережили. Да? Допустим, я сама по детству помню. Я не любила стихи Некрасова, там, Пушкина, да, сказки, да, другое дело. А, допустим, о природе, вот это то, что ребенок не пережил, ему это непонятно, не близко, и ему это не нравится, да. Вот, и поэтому, когда спрашивают, ты там любишь стихи? Нет, не люблю, да, ой, в столбе написано, не люблю. Но когда вот такие ситуации описываются, да, то я думаю, что такие стихи детям должны нравиться, да. Другой вопрос, преподносят им это или не преподносят. Итак, Владимир Орлов «Под утро». Вечер тихий и морозный, только снега нет и нет. За окном включили звезды, в доме выключили свет. Из-за леса туча вышла, дом притих и замолчал. Ночью кто-то еле слышно в окна лапками стучал. А под утро в серебристой, в белоснежной тишине кто-то чистый и пушистый на моем лежал окне. И сразу вспоминается вот это вот впечатление от первого снега, когда ребенком ты просыпаешься, так смотришь в окно, а там снег, и все, мама, санки доставай, и так далее. Разноцветная планета, тоже Владимир Орлов. На свете живут разноцветные дети, живут на одной разноцветной планете, и эта планета на все времена у всех разноцветных всего лишь одна. Кружится планета, большая планета, ладонями солнца она обогрета, но греют планету намного теплей улыбки и смех разноцветных детей. Ведь правда, друзья, хорошо на планете, когда на планете хозяева дети. Давайте беречь от невзгоды любой большой и доверчивый шар голубой. Давайте, ребята, назло непогодам, обнимем планету своим хороводом, развеем над нею и тучи, и дым, в обиду ее никому не дадим. Вот. И вот эта книжечка, конечно, я прям ее полюбила, да? Называется она «Пусть всегда будет солнце», издательство «Самовар». Вот. Вообще издательство «Самовар», у них такие бюджетные цены и хорошие, на флипе, особенно вот эти книжки прям выгодно покупать. У них твердая обложечка, вот, белая бумага, яркие картинки. Вот. Что еще хотела сказать? Она сейчас тоже выходит, то есть ее сейчас тоже можно приобрести. Ну, и у нее не всегда такое название. Еще у нее есть название, по-моему, целыми днями. Наполнение тоже, а название другое. Видимо, может быть, хотели какой-то «Пусть всегда будет солнце» здесь. То есть тут здесь нет стихотворения, у которого были бы строчки «Пусть всегда будет солнце». Поэтому два варианта существует ее. Вот. Значит, это был 20-й год, июнь. И я нашла вот такие две книжки. «Самое доброе слово» и «Шел себе гусенок». Да? Это был август уже. И стоили они уже хорошо. Вот я ее обернула, я одну принесла просто показать. Изумительные иллюстрации, нежные-принежные, красивые-прекрасивые. Во-первых, то, что она довольно-таки толстенькая, 128 страниц и много стихов. То сейчас я заметила, что если выпускают 10 стихотворений, 12 стихотворений в книжке. Книжка дорогая, а стихотворений мало. А здесь же прям вот очень-очень много. И 2 тома. Конечно же, я заказала эти книжки. И вот тоже просто я сейчас одно стихотворение Михаила Яснова прочитаю. Жила-была семья. Стихотворение, скажем так, о толерантности. Жила-была семья. Спешили семеня по следу мамы утки 3 радостных малютки. Жила-была семья. Весь день спала свинья, лежали с ней в закутке 3 радостных малютки. Весело утята в речку заплывали, с визгом поросята жиром заплывали. В речке было чисто, а в закутке грязно. Каждый жил как хочет. Это так прекрасно. То есть мы все настолько разные, да, вот. И вот когда с детьми говоришь, да, то, что не надо осуждать людей и так далее. Вот он живет так, как ему нравится, так, как ему... Это его жизнь, как ему комфортно. Вот. Значит, вот с этой книжки вот началась моя любовь к Михаилу Яснову, и я начала изучать его творчество, начала смотреть видео с его
участием. Вот, и начала покупать его литературу, но я потом попозже еще расскажу, да. Вот, и следующий слайд, пожалуйста. Эта книга вообще изумительная, она тоже сейчас есть, но буквально вот полгода назад ее можно было купить за 1500. То есть это вообще было, ну, даром, да. Вот, я покупала вот так вот. Сейчас она уже стоит, ну, около 20, я вот сейчас смотрела, и то, по-моему, БУ. Очень хорошее, очень красивое издание, издательство «Росмен». Вот. На ощупь очень приятная, но здесь столько много и иллюстраций разных авторов, и разные авторы представлены. То есть очень хорошая книга. И из нее я узнала впервые имя Риммы Алдониной, Артура Геворгизова, Григория Кружкова, Юлии Симбирской. И вот они тут вот описаны, вот все авторы, которые находятся в этой книге. Вот. Значит, тут тоже жирненький. Мария Вершацкая, Рената Муха. Рената Муха уже, конечно, ее нет, да, но тем не менее вот, для меня было открытие. Игорь Мазнин, например, тоже я не знаю. Елена Фельдман, Григорий Юдин, или Георгий Юдин, да, Игорь Шевчук, Вадим Левин, Александр Кушлер. Ну, то есть очень-очень много. Есиновский, Жуков, Бершацкая. Вот. Так вот выделены те, которые я раньше слышала. То есть это как вот я для себя, да, отмечаю. И вот сейчас я хочу вас познакомить, просто по порядочку прочитаю. Юлия Симбирская. Юлия Симбирская молодая, она в Ярославле живет. Но тоже мне настолько ее стихи нравятся, что я даже отзыв на ее стихотворение в стихах написала. Яблочная песня. Вот такая вот иллюстрация, стоит девочка под яблоней. Я знаю, что если под яблоней спеть, то яблоки будут от радости спеть. И крепкими будут, и сладкими будут, и песню мою никогда не забудут. Я осенью яблоком буду хрустеть. Так вкусно, что снова захочется петь. Ночь и ежики. Вечером ежики выйдут из норок. Солнце проводят за дальний пригорок, чтобы у звезд и луны наряду слушать, как яблоки зреют в саду. Вы слышали, как яблоки зреют? Да, все так настолько незаметно происходит, но вот об этом вот она пишет. Не спится. Вот это тоже мне стихотворение, настолько оно мне близко, потому что это мое было переживание в детстве. Открыто окно, темнота, тишина. Запуталась в тучи большая луна. И слышно, как гулко в далекой ночи у скорого поезда сердце стучит. То есть, бывает, проснешься, да, вот у нас эта железная дорога, и тук-тук-тук-тук-тук, и слышно, как поезд идет. И представляешь, как там, ну я тогда не знала, что это товарники едут, но тем не менее представляешь, как люди едут в этом поезде. Так. Андрей Усачев тоже впервые познакомилась с его стихами. Значит, у Юлии Симбирской есть и проза. Но прозу ее я не читала, но по отзывам очень-очень хорошие у нее книжки. Андрей Усачев. Снежинки. Ежик смотрит на снежинки. Это, думает, ежинки. Белые, колючие и к тому же летучие. Паучок на паутинке тоже смотрит на снежинки. Ишь, какие смелые эти мухи белые. Заяц смотрит на снежинки. Это заячьи пушинки. Видно, заяц весь в пуху чешет шубу наверху. Мальчик смотрит на снежинки. Это может быть смешинки? Не поймет он. Почему? Очень весело ему. Ну, тут мало представлено стихотворение Андрея Усачева, вот, но тем не менее отсюда я его узнала. И его книги, у него очень много прозы, у него очень много поэтических сборников для детей, у него есть песни. Вот. То есть, ну, настолько многогранный автор, да, и о нем у меня есть канал на Ютубе, и я о нем там рассказываю. То есть, как бы вот его книги, поэзию я еще не успела представить, все сборники, которые у меня есть, а вот прозу я хорошо, широко, прям несколько видео Андрею Усачеву посвященных. И есть такие цикл книг у него: «Путешествие по Эрмитажу», «Путешествие по Третьяковской галерее», «Путешествие по Русскому музею», там картины и вот его стихи. Про Третьяковку чисто его книжка, по Эрмитажу уже совместно с Галиной Дядиной, а дальше уже там они сборные эти книжки по Петергофу и по Русскому музею. Вот. Ну, вот этот вот автор мне тоже очень, как бы, очень-очень нравится. Дальше у нас был Артур Геворгизов. Артур Геворгизов – это молодой поэт, он преподаватель музыки. У него необычные стихи, я хочу сказать, что они, может быть, не всем понравятся, они такие с юмором, иногда они не в рифму, что-то там такое вот, да.
Но некоторые прям в точку, и я думаю, детям современным и подросткам должно понравиться. Артур Геворгизов. Цыганка. Вот как видите. По улице большая полянка. Еду себе, гуляю. Стой, говорит цыганка. Давай по руке погадаю. Слезаю с велосипеда. Пожалуйста, мне не жалко. У меня там закон Архимеда. Несет после школы шпаргалка. Цыганка уже не рада. Бормочет. Не понимаю. А я ей: учиться надо, а потом уже погадаю. Вот такие вот. Так, и Рима Алдонина. Рима Алдонина, я вообще удивилась. Она 28-го года рождения. Она до сих пор ныне живущая, она архитектор. И вот когда я здесь прочитала ее стихи и нашла, есть такая страничка стихи.ру, проза.ру, я нашла ее стихи, стала читать и открываю по порядку, все читаю и начинаю копировать. Ну, копирую себе, как бы, чтобы у меня те, которые понравились, копирую. Вдруг приходит от нее сообщение: а зачем вы копируете мои стихи? И я так думаю, как можно узнать, что я копирую ее стихи? Видимо, она просто поняла, что раз я открываю все подряд, вот, и я пишу, я как бы читаю, и что мне понравилось, копирую, она пишет, с какой целью. Вот. И я говорю, я просто начитываю, и вот у меня даже вот в интернете есть, где я читаю ваше стихотворение в этом, ну, обращаюсь к ней Рима, вот. Ее никогда не видела, не знаю, кто что. Ну, такое вот у нас небольшое общение. А она пишет, а я думала, может быть, вы хотите издать книжку моих стихов. Все. И я тут вбиваю в интернете, вижу, что такое, 28-го года рождения, архитектор. То есть, ну, я уже тогда, когда пишу, я уже Рима Петровна уже. Да, вот, то есть вот она, вот она, Рима Алдонина, и у нее тоже есть сборники, и очень такие интересные у нее стихи. Так, сейчас я найду 204-ю страницу. Записка. Я написал записку Кате. Она записку мне вернула. Причем совсем уже не кстати мои ошибки подчеркнула. И смотрит на меня. Не злюсь ли? Хо-хо, ответил я с улыбкой. И написал записку Люське. Она прощает все ошибки. У зеркала. И что во мне такого? Смотрю я снова. Такой, как все ребята. И уши красноваты. И что это Петрова нашла во мне такого? Все говорят, влюбилась. За что? Скажи на милость. Не надо ж так случиться. Мне что, на ней жениться? Вот. Ну и Михаила Яснова еще одно стихотворение прочитаю. Не могу не прочитать. «Живой уголок» называется. Ну что же мне делать с ней? Честное слово. Все время в пенал ко мне лезет Петрова. То ластик возьмет, то цветной карандаш. Ну как же соседке по парте не дашь? Да мне и не жалко. Когда б возвращала, я скоро совсем окажусь без пенала. И вот в понедельник на первый урок принес я в пенале живой уголок. В нем 3 червяков я пристроила толково. Не любит живую природу Петрова. Вот такие вот юморные. Вообще вот эта книга, ну, изумительно. Я тоже прям в эту книгу влюбилась. Тут столько авторов, и которые ныне живущие, и которых уже нет, да. Очень много стихов и очень хороший сборник. Следующий слайд, пожалуйста. Следующая книжка. Это уже я целенаправленно ищу, да, встречаю. «Пегас Крапинку» называется. Это стихи современных поэтов. И тут мы видим красным вот Рима Алдонина, да, которую я уже из этой книжки узнала, Юлия Симбирская, которую из этой книжки узнала. И вот красненьким Андрей Богдаин, Дина Бурачевская, Галина Дядина, Алексей Ерошин, Марина Зарубина, Ирина Наумова, Анастасия Орлова, Нина Саранча, Ольга Ухалина, Анастасия Цимбалова. Вот этих я не знаю, как бы, у меня нет их стихов, да. А Ирина Наумова есть сборник, вот эти стихи у меня есть в сборниках. То есть, узнав это, я начинаю уже, вбиваю фамилию и ищу, где что есть. Какие книжки есть, какие эти. Из «Пегаса в Крапинку» у меня тоже есть на ютубе видео, кому интересно, можете просто вбить мою Светлана Салова, мой канал, и вот эту вот книжечку, я там, многие стихи я начитываю, допустим, Алексея Ерошина, ну вот их начитываю, прям все, какие есть здесь стихи, они начитаны. Но я все равно прочитаю здесь, ну, парочку. Анастасия Орлова, да? Вот Анастасия Орлова очень молодая, вот, кстати, о ней Михаил Яснов говорил, что она очень талантливая, очень, ну, у нее действительно очень много сборников, несмотря на то, что вот она
молоденькая такая. Что-то то там не в рифму, да, но такие вот образные у нее тоже стишки. У нее маленькие детки, и она вот для своих деток пишет. Ну, не только для своих. Ниточка. Торчит из кофты ниточка, а я ее тяну. Вытягиваю ниточку в длину, длину, длину. Ведь так приятно ниточку на палец навивать и нитку, словно песенку, неловко обрывать. Но вот глядит из кофточки сердитая дыра. Пускай дыра сердитая, а я кричу «Ура!». В моей руке из ниточки сложился и затих серьезный и застенчивый, живой, кудрявый стих. Вот. И Алексей Ерошин «Англичайная». Был я в Англии однажды и заметил невзначай, свой напиток любит каждый. Англичане любят чай. Каждый истинный мужчина, сэр, короче говоря, англичаю, англичинно выпивает чуть заря. Если день случится жаркий, англичудный выходной, он разгуливает в парке с англичадом и женой. Англичайка в небе вьется, лодка плавает в реке. Хорошо с вареньем пьется англичай на пикнике. К сожалению, англичаще в небесах от туч темно. Нудный дождик моросящий англичасто бьет в окно. Не пройти по лужам, если день туманно сер, у камина в теплом кресле восседает сонный сэр. Сэр сидит, ногой качая, и уставясь в потолок, ожидает время чая. По-английски 5 o'clock. Ровно в 5, поднявшись точно, позабыв про скукоту, англичанин ставит срочно англичайник на плиту. Англичисто моет руки, вытирает их слегка, в англичашку по науке наливает кипятка. По-английски очень ровно режет ножиком батон, по-английски хладнокровно с маслом тост кусает он. Чаепитие кончая, сэр скорее бежит в кровать, чтобы утром выпить чая, рано надобно вставать. Был я в Англии однажды, до сих пор бросает в пот. Чуть не умер там от жажды, так как я люблю компот. Вот. Ну вот тут Алексей Ерошин хорошо представлен, у него есть 2 сборника «Шел по городу скелет» и «Нелетучая собака», издательство Мелик Пашаев. Там прям, ну, замечательные тоже стихи. Галина Дядина, тут тоже есть, но ее стихотворение здесь, оно такое длинное, и оно на меня особого впечатления не произвело, но все-таки я заинтересовалась и стала покупать ее сборники стихов. Это не первый ее сборник, как бы это самое, но у нее очень мне тоже нравятся стихи, и она, очень много книг у нее издано в сотрудничестве с Андреем Усачевым. Вот этот сборничек называется «Вот иду я в шубе», и несколько стихотворений отсюда я прочитаю. Непокорная икота. Я задерживал дыхание, выпивал графин компота, обливался душем в ванне. Но не слушалась икота. Я боролся поэтапно и у зеркала в прихожей. Сам себя пугал внезапно самой страшной в мире рожей. Я у стенки вверх ногами, на лопатах делал стойку, но и этими шагами не помог себе нисколько. Щекотал себя за ухом, поднимал усердно гири и уже собрался с духом, чтобы сделать харакири. Но в последний миг суровый я подумал сердцем тая, может, это Иванова обо мне весь день мечтает. И на этой мысли робкой, на таком счастливом пике, кто-то взял и тайной кнопкой отключил мне резко ики. Я задерживал дыхание, выпивал графин компота, обливался душем в ванне, но, увы, прошла икота. Ждал и ждал ее я снова, как чудесного финала. Только больше Иванова обо мне не вспоминала. Так, а вот стихотворение, которое по названию этой книжки «Вот иду я в шубе». На него есть такие отзывы всякие разные. Оно не всем нравится. Но мне вот оно вот очень, оно не совсем в рифму и какое-то вот вроде кажется странное. Но мне вот оно близко. Я хочу прочитать. Вот иду я в шубе. Вот иду я в шубе. А под шубой кофта. А под кофтой майка. А под майкой сердце. А у сердца слышно, как стучат колеса. И оно как поезд пассажирский мчится. И в его вагонах нараспашку окна, нараспашку двери, нараспашку люди. И у них, конечно, в чемоданах море, корабли и чайки, облака и песни. Потому что в сердце им тепло под майкой, им тепло под кофтой, им тепло под шубой. То есть вот настолько оно мне... Тут много уроков можно из этого стихотворения вынести, да? Ну как бы основное это то, что вот
нельзя судить человека по тому, какой ты увидел. Внутри у него свой внутренний мир. Каждый человек настолько разный, настолько у каждого что-то вот. И вот как ты смотришь на людей, если ты человек добрый и ты, как говорят, по себе людей не судят, да? Вот. И если у тебя есть добро, если тебе кажется, что вот и этот тоже такой хороший, да, то и отношения совсем другие, да? Ну, то есть вот такое вот стихотворение, но вот мне понравилось. Это миниатюрка Галины Дядиной. Большая книга стихов. Здесь в основном, посмотрите, Барто, Берестов, Заходер, да, Кудашева, старинные эти, ну и наряду с этими очень много Андрея Усачева. Вот. Андрея Усачева. Ну, уже поняли, да, я уже один прочитаю. Англичане любят есть на завтрак пудинг, потому что пудинг очень вкусный блюдинг. Тот, кто любит пудинг и часто ходит в гостинг, не бывает худинг, а бывает толстинг. Да, такое шуточное. Вот. И про Андрея Усачева еще хочу сказать, да, что он пишет вместе с Галиной Дядиной, называется «Хулиганские стихи и неправильные сказки». И вот на эти хулиганские стихи, то есть переделки песен, я вот сейчас поставлю просто послушать. Например, песню «Во поле береза стояла». Знаешь же все песни, да? Во поле березка стояла, во поле кудрявая стояла, люли-люли стояла, люли-люли стояла. Я решил пойти погулять и белую березку заломать, и люли-люли заломать, и люли-люли заломать. И прибежал лесник тут с поленом, да по спине как хватит здоровенным. Люли-люли здоровенным, люли-люли здоровенным. Не ходи к березке, бездельник, не ломай кудрявую на веник. Люли-люли на веник, люли-люли, ой, на веник. Ходят все березку ломать, и как у нас лесов в стране не хватит. Люли-люли не хватит, люли-люли, ой, не хватит. А потом мне по лбу как треснет, чтоб не пел ты больше этой песни. Люли-люли этой песни, люли-люли этой песни. Не хожу с тех пор я гулять, и я лежу, болею в кровати. Люли-люли в кровати, уж так меня лесник отколошматил. Вот такого плана, да, вот Сулико есть, Бессем и Муча. У него 2 диска, называется «Игра в классиков». Один «Игра в классиков» и второй «Игра в классиков 2». Вот такие вот очень... И 2 книжки у него есть совместно с Галиной Дядиной. И отдельные есть неправильные стихи. И, в общем, не помню, или неправильные сказки, если вбить, тоже можно посмотреть. Следующий слайд, пожалуйста. Это вот издательство «Стрекоза», сборники. Тоже тут вот фамилии, которые Татьяна Коваль, Инна Глоноскова. Вот. А остальные это еще старинные эти. Дальше следующий. Вот, библиотека Михаила Яснова. Значит, это библиотека Михаила Яснова, это не его стихи, это сборники, которые он сделал, да, как бы собрал и издал. Их очень, ну, не очень много, вот они практически все. Вот. И
в нем столько новых имен, да, вот смотрите, «Колесо обозрения», это чисто стихи, «Зимний зверинец», это зимние стихи, «Моя семья и я», тут и рассказы, рассказы, кстати, современных авторов, что-то они мне не ложатся, мне очень не нравится. «Скоро в школу», «Одним вечерним утром». И следующий слайд, вот лучшее чтение. Вот какие авторы тут представлены во всех сборниках, то есть вот тоже сколько красненьким обозначено, которых я до этих сборников никогда не видела и никогда не слышала о таких людях. Вот такие вот тоже большие книжки, лучшее чтение в 3 года, в 4 года, в 5 лет есть и в 6 лет есть, но у меня в 5 лет нету, вот эти вот у меня есть. Дальше. Вот, это тоже он совместно с, не помню с кем, сделал вот эти 3 сборника: «Детская библиотека», «Детский остров» и «Детский календарь». Это представлены поэты, которые жили давным-давно. Александр Шишков жил еще до Пушкина. Это первый поэт, который писал стихи, обращенные непосредственно к детям. То есть Пушкин, например, свои стихи он писал не для детей, и сказки тоже не для детей, не для взрослых. А вот у Шишкова у него непосредственно к детям. Вот. Лев Мазалевский, Михаил Чехов – это брат Антона Павловича Чехова. В этой книжке это Мария Моравская, Вера Инбер и Саша Черный. А в этой книжке «Детский календарь» или «Таинственная тропинка» – это стихи поэтов Серебряного века, вот как они издавали в журнальчиках того времени. Это, конечно же, издание больше коллекционное. Детям, наверное, может и не будет это интересно. Смотря, конечно, как представить это детям. И вот на серию этих книг у меня тоже не очень удачный, правда, но есть обзор тоже на ютубе. Тоже, кому интересно, можно посмотреть дальше. Вот. Это толстючая такая вот толстая книжка, лучшие стихи детских поэтов. И вот отсюда я узнала Машу Рупасову. Вот. Узнала, что, оказывается, Роберт Рождественский, у него есть цикл стихов, посвященных внуку, тоже очень интересный. Генрих Сабгир, я на него с другой стороны немножко заглянула, чем я его знала. Вот. Шибаев о русском языке, то есть это Алеша Дмитриев и Елена Аксельрод. То есть вот эти новые тоже для меня были имена. Дальше, пожалуйста. Вот. Здесь уже новых имен для меня не было, это просто я уже покупала, да, современные поэты детям, вот она эта книжка, вот. Тут вот эти вот поэты представлены. Вот. Это уже Валберис, уже на Валберисе начала брать. И здесь тоже по алфавиту все те авторы, которых я тоже знала. Это издательство Росмен, а это издательство Оникс. Дальше, пожалуйста. Вот это вообще уникальная книжка «Жирафу снятся облака». Тут буквально по 1-2 стихотворения, но видите, сколько авторов. Это вот этот составитель Олег Лекманов. Написано: стихи, собранные филологом Олегом Лекмановым для сына Ромы и всех детей. То есть как бы для своего собрал, вот, издал такую книжку, издательство какое-то не очень известное, «Розовый жираф». Вот. Ну, сейчас эту книгу я не видела, чтобы она была. Дальше, пожалуйста. Вот эту книгу я очень хотела, но потом все-таки я ее приобрела. Здесь узнала Вайнер, Дарья Герасимова и Лев Рафлис. Вот. Но здесь на любителя, иллюстрации на любителя. И тут тоже и Михаил Яснов есть, и Орлов, и Рената Муха. Ну, так как у меня практически все стихи эти были, то как бы такого особого удовольствия я от нее не получила. Дальше, пожалуйста. Это уже на Озоне. Это одна вот из последних книг, юбилейная, в очень солнечной системе, «Год с поэтами». Вот. Она тоже, по-моему, есть сейчас в интернете, если что. Тут тоже вот Гончарова Евгения, Дубиковская Мария, Клюев Евгений, Мамонтова Елена и Петухов Тимофей. Остальных тоже я уже как бы знала. Дальше. Ага, вот отсюда еще Ксению Волоханович я узнала. Вот «Страна наоборот». Тут 3 автора представлены: Маша Рупасова, Анастасия Орлова и Ксения Волоханович. И вот все-таки я прочитаю одно стихотворение маленькое, опять Анастасии Орловой. Это тоже очень знакомая детям такая, взрослым такая ситуация. «Ляли и гули» называется. Маленькие ляли во дворе гуляли, серенькие гули зернышки клевали. Смотрят ляли, гули, и вперед рванули. Смотрят гули, ляли, да как дёру дали. Вот такие вот. Так, ну и вот следующее. Вот Ксения Волоханович, просто вот слайды полистаем, какие у нее книжки выпущены издательствами «Клевер» и издательство «Энас Книга». Дальше, пожалуйста. Про папу, про маму,
Вот про сестренку, про лялечку, всякие, да. Это тоже все вот ее, Волоханович. Вот эти. И Наталья Карпова, которой вот нет ни в одном сборнике, этого имени я не знала. То есть просто издательство «И нас» книга я на них нашла, вот «Досуг малыша» и стихотворный детский сад, что ли, называется. Вот. И у нее такие хорошие стихи, и она на Стихи.ру тоже есть, как тетушка Ау, по-моему, у нас зарегистрирована, она у меня тоже в друзьях есть. Тоже посмотрите, какие книжки у нее бесподобные стихи. И в интернете я почти все эти книжки начитала, то есть они начитанные есть. Их тоже можно найти, посмотреть. Вот. И вот Наталье Карповой тоже вышел такой вот он, разноцветные праздники, и это ежедневник. Я его взяла, он не датированный, я его продатировала и сюда вписала дни рождения поэтов. Дни поэтов и писателей, которые для детей. И вот, например, сегодня на 23 апреля у нас сегодня Всемирный день книг. И такое стихотворение Натальи Карповой. Любимая книжка. Детская книжка похожа на кошку. С радостью трется она о ладошку. Если ты книжку листаешь любя, сладко мурлычет она про себя. Ну и на 23 апреля никто не родился у меня. Вот. А вчера был день рождения у Набокова Владимира Владимировича. Все знают Набокова. Ну и следующий слайд. Чуть-чуть про Марину Бородицкую, да? Она переводит Джулия Дональдсон, есть такая современный автор. Вот. И вот Марина Бородицкая, издательство «Машинки творения» называются. Вот такие вот книги издает, они такие красочные, красивые и настолько интересные у нее стихотворения. Вот. Поэтому тоже, если интересно, тоже посмотрите в интернете такие вот книжки. Вот. Ну и вот Маша Рупасова тут тоже у меня. Ну а теперь, пожалуйста, Андрей Усачев, Махотин, Сергей Махотин, Григорий Кружков. Ой, давайте Григория Кружкова, я вам еще одно стихотворение прочитаю. Ну не могла. Вот. Оно вот меня чем поразило вот именно из этой книжки. Называется «Грюши». Вы когда-нибудь ели грюши? Нет, не груши, а именно грюши. Это истинный деликатес. Грюши с виду длиннее и уже, но не хуже, чем груши дюшес. Тот, кто кюшал когда-нибудь грюши, никогда не забудет их вкус. Я поставлю 5 им с плюсом и добавлю еще один плюс. Эти грюши выращивать трудно. Нужен тонкий и тщательный трюд, но зато удивительно людно на базарах, где их продают. Вот это вот Григорий Кружков. Он тоже, у него переводы с английского, английской детской поэзии, то, что вот Маршак и Чуковский раньше переводили, новые переводы того, что они недоперевели. Вот это Григорий Кружков. Это Геворгизов, Артур Геворгизов. Угу. Это Виктор Лунин. Это Алексей Ерошин. И Михаил Яснов, вот такая у него есть книжка «Путешествие в чудесство», в котором он представляет все, не все, а какие-то наиболее интересные книги, да, то есть наиболее интересных авторов современных и не очень современных. То есть вот это «Путешествие в чудесство» изумительная книжка. И вот такие дешевенькие, их можно тоже сейчас даже заказать. Наши друзья-прозаики, которые современники. Часть первая, часть вторая. 700 тенге она стоит, да? И вот наши друзья-поэты, к сожалению, есть только часть вторая, части первой нет. Они по алфавиту здесь расположены. И еще 2 должно быть, они тоже были, но я не купила, к сожалению. Наши друзья-переводчики. То есть вот эти вот книжечки. Вот. Ну и теперь Римма Донина, Людмила Фадеева, Орлова Анастасия, Юлия Симбирская, Ксения Волоханович, к сожалению, не прочитала вам стихи ее. Маша Рупасовой тоже не прочитала. Маша Рупасова живет в Канаде, она вот усыновила мальчика, он уже вырос, у него для мальчика своего начала писать. И потом это Галина Дядина, угу. Наталья Волкова тоже не прочитала. И Марина Бородицкая, вот, да, вот автор перевода. Ну вот все. Не все, конечно, что хотела, но частично. Спасибо большое, Светлана Владимировна. Мы все сегодня окунулись в детство. Конечно, мы, как работники библиотек, мы досконально всю литературу не можем прочитать, да, и те стихотворения, которые вы сегодня прочитали, каждый для себя отметит и
тех авторов, которых не знаем мы, тоже будем применять в работе, пропагандировать этих авторов для наших читателей, для наших школьников. В заключение я буквально на минуточку хочу остановиться на наших карагандинских поэтах. Может быть, у кого-то в библиотеке уже есть. Это Татьяна Дубовская. Она детский поэт города Темиртау, член литературной гостиной. Сегодня у нас Татьяна Владимировна, основатель этой гостиной. И вот благодаря этой литературной гостиной наш фонд пополняется такой литературой, что именно нашего региона. Наталья Инжевская, это карагандинская писательница, поэт получается. Она пишет не только для детей, но и для взрослых. Вот у нас есть московская сага, сахалинская сага, ее для взрослых произведения. Очень интересно и вот такие вот замечательные для деток. Если нужно будет вам в работе, вы можете к нам обратиться. Мы эту всю краеведческую литературу можем предоставить для использования в работе. И «Солнечный зайчик» — это была наша первая детская книга Татьяны Владимировны. Она нам ее подарила. Тоже здесь замечательные стихотворения, и иллюстрированные, и красочные. Такие вот замечательные стихи. Поэтому, если нужно, обращайтесь. Мы можем прийти в ваши библиотеки, оформить нашу краеведческую литературу и показать именно наших поэтов, что выпускают, что пишут. Поэтому я хочу в заключение поблагодарить Светлану Владимировну за такую масштабную работу, которую вы ведете. Это очень полезно, конечно, не только нам, но и для будущих педагогов, воспитателей детских садов. У нас есть колледж, где обучаются этой профессии, поэтому будем сотрудничать. Я надеюсь, мы соберем встречу еще для студентов такую замечательную. Пожалуйста, если у кого-то есть вопросы. Не вопросы, а благодарность. Спасибо большое Светлане Владимировне за такое замечательное мероприятие. Спасибо Центральной библиотеке, что пригласили нас. У нас такие встречи очень редкие. А про Светлану Владимировну хочу сказать, она очень интересный человек, мы с ней уже встречались, и благодаря Татьяне Владимировне она нас познакомила в прошлом году со Светланой Владимировной, и у нас уже состоялось в прошлом году мероприятие для начальной школы, где Светлана Владимировна рассказывала про поэта Лунина. И ребята читали стихи, наши учили, а еще Светлана Владимировна, она... Как поэта я ее не знаю, а вот рассказы детские она пишет о своей жизни, как свои воспоминания, тоже очень такие замечательные, интересные. И ребята с удовольствием их слушали. И что интересно, ребята потом очень много вопросов Светлане Владимировне задавали, причем не то, что мы их готовили, а вот у них такое впечатление произвело. Она очень интересный рассказчик. Очень интересно представляет литературу и сама очень много знает, поэтому совместные мероприятия с ней замечательные. К сожалению, в этом году мы не поработали. Я надеюсь, что на следующий год мы возобновим с вами встречу. Спасибо большое. Спасибо большое вам, коллеги, что нашли время, пришли сегодня в такой замечательный день, День национальной книги. И этот день еще совпал с нашим профессиональным праздником, Днем библиотекаря. Я хочу пожелать всем главное здоровья, творческих успехов, ну и благополучия, конечно. Но и главное нам читатели. И судя по этому календарю, сегодня Всемирный день книги. Да, плюс А можно еще. Да, пожалуйста. Я очень рада, что когда-то мне посчастливилось познакомиться со Светланой Владимировной. Я настолько была в восторге от ее книг, вот, для детей, которые как бы не изданы, но они у вас есть. Вот, воспоминания детские, о которых говорили. И мне очень хотелось, чтобы как можно большее количество людей узнали вас, о вашем творчестве. Поэтому вот я, когда помните, вы меня пригласили и предложили, Татьяна Владимировна, вы со своим солнечным зайчиком. Я сказала, почему Светлана Владимировна? А давайте Светлану Владимировну, у нее тоже замечательные книги и так далее. И вы говорили о том, вот у вас тут календарь, да, книжки, что сегодня Всемирный, да, Международный день книги, ну, как бы писатели не зафиксированы, у кого день рождения. А я хочу сказать, что вчера Светлана Владимировна отмечала свой юбилей. Я хочу от имени нашей литературной гостиной «Поэтические кружева» еще раз поздравить вас с вашим юбилеем. Ну, это
такой небольшой подарок. Спасибо. Да, вообще очень Татьяна Владимировна, именно Татьяна Владимировна, она меня как бы привлекла, и она начала меня немножко как-то продвигать. И даже сделали мой литературный вечер. встречу. Да, то есть вот когда литературная Вот вечер встреча. начиналась, одна из первых вот встреч, это была встреча со мной. И, Татьяна Владимировна организовала. и Да. многие были удивлены, ну, зная Светлану Владимировну как музыканта, да, а не зная ее как поэта, как писателя, потому что она пишет детские очень рассказы интересные. И многие мне говорили, надо же, Татьяна Владимировна, а мы даже и не знали, ну вот теперь узнали. Ну и, Ольга Александровна, теперь я попрошу вас сюда поближе подойти. Ну, как всегда, да, я в вашу библиотеку, в ваш фонд библиотечный с большой радостью мне дарят, я читаю, а потом передаю, чтобы эта книга не лежала как бы в столе, да, а чтобы она продолжала быть действующей. Вот мне передала замечательную книгу Татьяна Ромашихина-Кравцова, тимиртауская поэтесса, писательница. У нее цикл этих книг. Это как бы воспоминания, документальные такие, об истории создания Тимиртау, все поэтапно, как все это происходило. Очень ценная книга. Я вам ее передаю в ваш фонд. Спасибо С большой большое. радостью. Вы наша как кладезь. Получается, всю краеведческую литературу, то, что вы вот с поэтами Карагандинской области, даже за пределами Карагандинской области, вы все, вот она нам пополняет нашу копилочку краеведческую. Да, с большой радостью. Если это, мы можем организовать большую выставку и нашу, ну, как бы на территории школы, и показать всю нашу вот эту собранную весь материал. Так что спасибо большое. Всех вас поздравляю с Днем библиотечного работника, всех представителей централизованной библиотечной системы. А завтра в газете читайте мои поздравления с вашим праздником. Спасибо большое. Спасибо, девочки.